для аварийных служб, ЖКХ, для Минсельхоза посмотреть надо, вот эта система производства пара очень интересная. От ЖКХ, автотранспорта до пищевой промышленности. Новое изобретение бавлинского предприятия без спроса точно не останется. Инновационный парогенератор отогревает ремонтное оборудование даже в морозы и выдает до 200 килограммов пара в час. Это востребовано в нефтянке. 1 марта он будет на работу на месторождениях «Газпромнефти» в городе Бузулук. То есть это агрегат с нашим парогенератором. Компания по производству нефтегазового оборудования – одна из самых крупных не только в районе, но и на юго-востоке. Потенциал предприятия Рустам Минниханов лично оценил 2 недели назад. Сегодня предложение татарстанских инженеров не осталось без поддержки президента. Надо посмотреть, они и дальше будут развиваться, тем более Бавлы. Там много нефтяного оборудования нашего, надо их поддерживать. Высокие технологии в нефтехимии предлагает и московский центр «Метакс». Насосное оборудование компании доказало успех на Ближнем Востоке и в Южной Америке. Это можно уже как часть использовать в системе, если планируется повышение цифровизации и продвижение таких технологий на заводе. К сотрудничеству готов и Татарстан. Поручение ведущим компаниям дает президент. Вот Нижнекамск нефтехимия вижу, здесь руководителя компании «Татнефть» вижу. Альберт Кашапович вот на связи. Надо, чтобы наши инженерные технологические службы вместе с вами пообщались. Вот эти системы позволяют четко определить, когда надо вмешиваться или нет. Но не только производить. Особое внимание сегодня экологии. Вот такая льняная мука высшего сорта буквально за доли секунды превращается в чистейший воздух. Это уже разработка барнаульских ученых. Один такой фильтр способен очистить весь цех, а значит, сотрудники предприятия смогут без дополнительных защитных средств работать и дышать полной грудью. Улавливает пыль практически на 99,9%, тогда как классические решения улавливают, дай бог, на 80%. Поэтому чистый воздух, он нужен всем, борьба за экологию активно идет, и вот мы стараемся быть в тренде. Среди экологичных предложений – переработка вспененного полистирола. Материал при малом весе занимает много места при транспортировке. Как следствие, отходы утилизируют. Решить проблему смогут инновационные мобильные установки казанской компании. Оборудование, позволяющее перерабатывать вспененный полистирол и уменьшать его объем до 90 к 1. Установка имеет прицеп для перевозки готовой продукции грузоподъемностью до 2,5 тонн. Машину уже заказывают за пределами республики. Рынок требует это, Москва просит их, чтобы приехать, Нижний Новгород, Пенза недавно. Даже при этой низкой температуре оборудование стабильно работало в набережных Челнах. Сколько температура? 27 была, да? У нас, да, нет, 32 было пиковое. Эти и другие предложения президент поручил рассмотреть детально. Наталья Мезина, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.